Всему виной удлинитель. Кто или что виновато в смерти 12 человек в пожаре в Туркестанской области? Герой нашего времени. В Астане в последний путь проводили фельдшера Улдану Мурзуан. Маски шоу возвращаются. Страну снова переводят на дистанционку, маски, карантин и сложная эпидситуация. Как обезопасить себя при болезни? Ничего не предвещало беды. Куда делись миллиарды в учебном центре Tesla Education? И вернут ли деньги родителям? Фотографии теперь под запретом? Чиновники хотят запретить фото граждан без их согласия, а самих чиновников тоже нельзя будет фотографировать. Из-за неисправного удлинителя погибли 12 человек. Замечу, это предварительная версия. Вы, конечно же, догадались, о чем идет речь. Да, о той самой страшной трагедии, которая произошла в начале недели в Туркестанской области, в селе Алгабас. Вот тот самый дом и вот хозяева этого дома. Все СМИ, в том числе и наш канал, уже рассказывали об этой истории в подробностях, поэтому поведаю вкратце. Буквально накануне перед пожаром хозяева отмечали праздник Сундет-той. К ним приехали родственники, которые остались у них ночевать. 2 родных брата со своими семьями. Со слов соседей, возгорание произошло рано утром, часов в 5, было видно пламя ярко-синего цвета и были слышны крики о помощи. Но к приезду пожарных и скорой помощи дом практически выгорел. В итоге погибли 12 человек, из которых 9 дети. Что и говорить, страшная трагедия. По поручению президента была создана правительственная комиссия, которая разбирается в деталях произошедшего. Еще раз замечу, по предварительной версии пожар мог случиться из-за сломанного удлинителя. Точную версию еще не озвучили, назначен ряд экспертиз. К этому добавлю, что, к сожалению, подобные трагедии происходят у нас довольно часто. Самый громкий пример – семья Ситтер из Астаны, у которых в результате пожара погибли 5 детей. Были и другие случаи, поэтому мы поинтересовались, а почему так происходит. Смотрите, это мы сейчас говорим про отопительный период. Отопительный период у нас связано именно пожары с печным отоплением, получается. В первую очередь это в жилых домах это случается, правильно? А жилые дома у нас, они подконтрольные, то есть мы ведем только разъяснительную работу. Например, Министерство по чрезвычайным ситуациям, вот профилактика у нас начинается с лета, с летнего периода, с августа месяца у нас начинаются месячники пожарной безопасности, где мы а, особое внимание уделяем этим социально уязвимым слоям населения, получается. Обходы проводим, разъяснительную работу. Кроме этого, кроме обходов, это у нас вот посредством массовой информации, да, это получается телевидение, социальные сети, LED-экраны, всякие акции проводим в местах, больших местах скопления людей проводим, да, это торговые центры по разъяснению правил пожарной безопасности. Тем не менее, это в первую очередь надо начинать с себя, то есть каждый гражданин нашей республики должен обращать внимание на правила пожарной безопасности, потому что наши сотрудники, ну, вы представляете, да, какое количество жилых домов. Для этого мы проводим широкую профилактическую работу по потому, чтобы разъяснить, какие есть правила, что должны соблюдаться, например, по печному отоплению. Когда наши обходят, мы проводим разъяснительную работу, как должна печка чиститься, какие неисправности бывают. Если по электрической части, то получается, какие мы на все пытаемся ответить, и в ходе вот этих профилактических мероприятий мы разъясняем все правила пожарной безопасности. На самом деле они очень элементарные правила, но тем не менее. Напомню, после трагедии в Алгабасе по поручению правительственной комиссии по всей стране пройдут проверки жилых домов, общежитий и хостелов. И, конечно же, не лишним будет напомнить о том, как себя обезопасить. Ну, обезопасить себя, если мы говорим, даже большой спектр, например, правила пожарной безопасности включает более 1000 требований, если мы говорим про пожарную безопасность. Самые элементарные, например, если мы говорим про печное отопление, да, на твердом топливе, печное отопление, это перед отопительным периодом должны чиститься все дымоходы, и в период отопительного периода также категорически запрещается эксплуатировать печное отопление, будь то газовое, либо на твердом топливе, с неисправностями, с любыми неисправностями. То есть это в правилах четко прописывается. А, Следующее мы говорим про электрооборудование. Да? Там тоже
Вроде это просто слышится, то, что неисправные, где есть повреждения, если кабели где-то повреждены, в электрических устройствах, да, это будь то это электрический удлинитель, будь другое, например, устройство, да, печки, микроволновки, если есть какая-то неисправность, ее категорически запрещается эксплуатировать. Потом следующий фактор у нас — это, неосторожное обращение с огнем. Ну, это различные факторы, получается, при розжиге. Даже бывает то, что у нас в правилах четко прописывается то, что, например, спички, зажигалки, другие горючие материалы должны храниться в недосягаемости от детей, да, например, также такие случаи тоже происходят. Ну, это такие самые основные причины. Ну, я, как и повторюсь, более 1000 требований пожарной безопасности, и это вот самые-самые элементарные, можно сказать. Еще раз повторюсь, по предварительной информации, виной пожара мог стать неисправный удлинитель. Что же касается тех, кто выжил в трагедии, а это трое, двое взрослых и ребенок. Так вот, все они в тяжелом состоянии, у всех разные степени ожогов. Одного мужчину накануне доставили санавиации в Шымкент для дальнейшего лечения. Что ж, пожелаем им скорейшего выздоровления, силы терпения и, конечно же, соболезнуем в связи с потерей близких. И очень хочется надеяться, что такие страшные трагедии больше не будут повторяться. Поэтому, уважаемые зрители, берегите себя и соблюдайте пожарную безопасность. Еще одна трагическая новость. В Астане похоронили фельдшера Улдану Мырзуан. Напомню, она пострадала 8 ноября при обрушении части фасада девятиэтажного дома по проспекту Тәуелсіздік. Девушка бросилась спасать других пострадавших до приезда спасателей. Однако с верхних этажей на нее упал кондиционер. Врачи боролись до последнего, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. И вот на неделе ее проводили в последний путь. Замечу, о смерти девушки наш канал узнал первым, об этом нам сообщил ее муж. Они были коллегами, супруг Улданы тоже врач, поженились они несколько недель назад. Ей было всего 23 года. Особо отмечу, указом главы государства Улдана Мырзуан посмертно награждена медалью Ерлигошин. Без сомнений, ее поступок, продиктованный профессиональным гражданским долгом, навсегда останется в нашей памяти. Она настоящий герой нашего времени. Итак, опять ограничения, маски и удаленка. Еще недавно все эти меры были частью нашей жизни, и, казалось бы, все это в прошлом. Однако на этой неделе нам напомнили о них и призвали соблюдать меры предосторожности. Всему виной ОРВИ и грипп, которым массово начали болеть во всех регионах страны. Причем грипп не простой, а азиатский, точнее гонконгский. Из-за него стационары уже переполнены, дети уходят на дистанционку, а взрослых просят соблюдать масочный режим. Впрочем, давайте посмотрим, какие меры принимаются в столице, где ОРВИ уже заболели несколько десятков тысяч человек. Санитарно-противоэпидемические меры в Астане. Меры включают усиление работы поликлиник и стационаров, изоляция больных, расширение кабинетов для приема, соблюдение масочного режима, контроль температуры, наличие запасов противовирусных препаратов. Перевод школ на дистанционное обучение при заболевании более 30% класса с 20 ноября до 5 декабря. Ежедневный утренний фильтр для детей и сотрудников. Ограничение массовых мероприятий. К тому же этим вирусом активно заражаются дети, и на дистанционный формат обучения уже отправили сотни классов по всей стране. Как видим из графики, на карантине сейчас около 1500 классов. Больше всего заболевших учеников в Жамбылской и Абайской областях, не отстает и столица. Однако власти успокаивают, говоря, что это сезонное явление, и такое может происходить ежегодно. Учитывая, что счет заболевшим идет уже на десятки тысяч, а если быть точнее, то, по словам министра здравоохранения, за последнюю неделю у ОРВИ заболели более 180 тысяч человек, то мы решили узнать, как можно самостоятельно противостоять этому вирусу.
Первое – это пить как можно больше жидкости. То есть сладкие негазированные напитки, это может быть вода, чай, морс и так далее, до 2-2,5 литров в день, чтобы, давайте говорить по-простому, вымывать всю эту интоксикацию. Второе, соответственно, соблюдение режима такого сохранительного, то есть не надо геройствовать, не надо, как у нас любят, с температурой идти в офис и еще всем об этом сообщать, какой ты молодец, это совсем нехорошо. Третье, это обратиться к врачу, который назначит противовирусные, да, затем назначит какие-то симптоматические, это жаропонижающие. Вот опять-таки, да, я очень осторожно, видите, стараюсь не использовать каких-то конкретных препаратов. То есть вот опять же я сейчас скажу, что ибупрофен предпочтительнее парацетамола, и опять начнется какая-то волна нездоровых этих всех вещей. Вот. Отдельно касательно антибиотиков. Пожалуйста, не используйте антибиотики самостоятельно. Не назначайте их себе и не ешьте их большими ложками. Антибиотик вирус не лечит. Кроме того, что вы себе заработаете антибиотикорезистентность, и в последующем он не подействует, когда он будет нужен, ничего хорошего из этого не выйдет. Ну и, соответственно, следует помнить еще советский постулат, что профилактика – основа медицины, лучше все-таки не заболеть. Еще раз отмечу, этот грипп называется гонконгским, а если помните, родиной ковида называли Китай. И у меня возник вопрос, а почему все эти тяжелые вирусы имеют азиатское происхождение? То есть то, что все это идет из Азии, это вполне объяснимо и с точки зрения природы вирусов, и с точки зрения эпидемиологии. Первое – это большая скученность людей. В Азии гораздо большая скученность людей. Второе – это, соответственно, климат. Теплый, влажный климат – это то, что любят вирусы. Да? Они не любят некомфортно, они как люди. Вот. Следующее. Тесный контакт, допустим, на тех же рынках с животными, там, я не знаю, свиньями, летучими мышами и так далее. То есть в Азии, как вы понимаете, едят абсолютно все, и поэтому тесный контакт с теми, кто является или резервуаром вируса, или с возможностью его передачи. Да? Следующее – это регулярное авиасообщение, то есть вирусу не нужна ни денег на билет, ни визу, соответственно, через тех, кто посещает азиатские страны, опять-таки это туристские места в основном, и, соответственно, идет поток туристов как в ту, так и в другую сторону. Поэтому складывается, что замечательные, удобные условия распространения, размножения и проживания для вирусов, хорошие, налаженные транспортные потоки, пожалуйста, они едут во все стороны. То есть это нормально с точки зрения вирусологии и эпидемиологии. И в завершении темы отмечу, что чиновники Минздрава уверяют, паниковать не стоит. Все эти вирусы давно известны, в нашей стране есть вакцины против них, и медики знают, как все это лечится. Так что не занимайтесь самолечением, а обращайтесь к врачам. А еще лучше не болейте и будьте здоровы. Tesla Education. Уверен, все, кто имеет детей школьного возраста, слышали об этом учебном центре. У него была активная рекламная кампания в соцсетях. Они уже давно работали на рынке образовательных услуг и, в общем-то, не имели неплохую репутацию. Но утром 18 ноября что-то пошло не так. Более 10 филиалов по всей стране одномоментно закрылись, а руководство и сотрудники учебного центра перестали выходить на связь. Если честно, мне даже трудно описать, какой это удар для родителей, дети которых уже занимались там и деньги которых уже были проплачены. Я сам отец 2 школьников, и оба ходили в такие вот центры, получали дополнительные знания, а эти знания стоят совсем недешево, и мне приходилось брать кредиты на их обучение. В общем, известие о том, что Tesla закрылась, стало громом среди ясного неба. А ведь, наверное, ничего не предвещало беды. На самом деле у меня к ним было какое-то прям такое тотальное доверие, наверное, потому что я за ними достаточно давно наблюдаю. То есть у меня сейчас ребенок учится в 4 классе, я начала наблюдать за ними еще лет 5 назад, когда мы готовились к 1 классу. Ну, я планировала отдать ее еще тогда, но так получилось, что мы обучались в другом учебном центре. Поэтому на протяжении всего этого времени, на протяжении последних 5 лет они находятся у меня на слуху. Я видела очень много их выпускников, там их рейтинги.
где-то из социальных сетей, где-то я слышала через знакомых. Вот, поэтому у меня было к ним прям такое очень хорошее доверие, и подозрений, что центр может закрыться, абсолютно никаких не было. Почему? Потому что они уже давно себя зарекомендовали, давно на рынке, у них широкая филиальная сеть, ну, по крайней мере, 6 точек, не у всех есть учебных центров 6 точек по городу Алматы. Вот, поэтому я на самом деле вообще не ожидала такого исхода событий. Ам, Единственное, уже постфактум, анализируя всю эту ситуацию, я поняла, что 6 ноября перестали приходить уведомления, оказывается, в Телеграм, то есть по прогрессу обучения моего ребенка, но я как-то не зафиксировала на этом внимание. Ну и их социальные сети по факту после 31 октября молчали, но, знаете, самое смешное, что они буквально 15 октября выкладывали акцию Каспи Жума, ну, то есть они до конца октября продолжали получать оплаты и продолжали намеренно уже качать деньги. Еще раз замечу, обучение стоит недешево. Каждый из родителей заплатил от 500 тысяч до нескольких миллионов. А на данный момент в учебном центре обучались несколько тысяч детей. Нетрудно посчитать, какие деньги крутились в Тесле. И теперь задача правоохранителей узнать, куда ушли все эти гигантские суммы. Родители уже написали заявление в полицию, в столичном департаменте завели уголовное дело по статье мошенничества. Идет поиск учредителей и руководителей центра. Но вот что интересно. Буквально вчера в социальных сетях учебного центра появилась информация, что они, то есть руководители, никуда не скрываются, остаются на связи и решают проблему. Компания пообещала, что все обязательства перед родителями будут выполнены в полном объеме. Ну, скажите, кто после этого поверит в их обещания? Надеюсь, вернут хотя бы деньги. В Казахстане могут ограничить фото- и видеосъемку людей без их согласия. Об этом заявила министр культуры и информации Аида Балаева, комментируя возможные поправки в закон о масс-медиа. По его словам, сегодня в стране фактически можно снимать где угодно и кого угодно, даже если человек случайно попал в кадр и не давал разрешения. Именно эту ситуацию в министерстве считают проблемной. Как утверждает Балаева, речь не идет о запрете съемки в принципе. Цель – защитить частную жизнь граждан, которые жалуются, что их снимают без спроса в парках, торговых центрах или просто на улице. При этом чиновников, выполняющих публичные обязанности, норма затронет меньше. Министр отметила, что они и так постоянно под камерами. В Казахстане могут запретить использование ГПХ вместо трудового договора. По словам депутатов, работодатели часто оформляют работников по ГПХ, чтобы избежать социальных гарантий, хотя по факту работники трудятся полный рабочий день. Депутаты считают, что это защитит работников, которые лишены гарантии на отпуск, декрет, медстраховку и пенсионные взносы. Новый законопроект запретит заключать ГПХ, если в отношениях между сотрудником и работодателем найдут хоть один признак стандартного трудового договора. Закон пока только рассмотрели в первом чтении. Декрет неработающих отцов будут учитывать при назначении пенсии. Мажилис одобрил поправки в Социальный кодекс. Так, теперь при назначении пенсионных выплат по возрасту неработающим отцам будет зачтено в трудовой стаж время фактического ухода за малолетними детьми. Вот на таких квадроциклах сотрудники ДЧС объезжают водоемы Астаны, для того, чтобы астанчане помнили о запрете выхода на неокрепший лед. Толщина льда на воде сейчас всего 1-2 сантиметра. Этого недостаточно, чтобы выдержать вес человека. Для примера, безопасным считается лед толщиной не менее 10 сантиметров. Если вы стали очевидцем происшествия, сразу звоните спасателям на 112. Отмечу, за выход на тонкий лед можно получить штраф 7 МРП, а это на минуточку 27,5 тысяч тенге. Так что не рискуйте ни здоровьем, ни деньгами. В Актау задержали мужчину, ограбившего автозаправку ночью. На одной из городских АЗС мужчина с ножом потребовал у кассира деньги и после ограбления скрылся. Однако полицейские нашли подозреваемого меньше, чем за час. Его задержали и поместили в изолятор. На допросе он полностью признал свою вину.
Матчи Кайрата против Брюгге и Олимпиакоса пройдут на Астана-арене. А все из-за того, что Алматинский центральный стадион не имеет крыши, а потому холод и снег могут усложнить игру футболистов. Итак, матч против Олимпиакоса пройдет 9 декабря, а с Брюгге алматинцы сыграют 20 января. Стоимость билетов будет от 15 тысяч до 50 тысяч тенге. Продажи начнутся 28 ноября. Ну а у меня на этом все. Берегите себя и увидимся прямо по Кунаева.